протест, значит, местным органам власти о незаконной застройке спортивной площадки между многоквартирными домами 77, 79, Юнатов 10, 12, Димитрова 25 и 23. Самое главное, что не было произведено публичного слушания между собственниками и, значит, администраторами и застройщиками. И что интересно, самое главное, не было, участок земельный указано, не числится спортивная площадка. То есть идет обман людей, как будто бы здесь нет спортивной площадки, на которой занимаются дети подросткового возраста и школьного возраста. Вот поэтому хотелось бы, чтобы все-таки администрация города обратила внимание, и субъекта федерации обратила внимание на то, что сейчас правительство Российской Федерации уделяет этому очень большое внимание, что забота о оздоровлении, значит, нашего, будем говорить, населения страны, не только молодого поколения подрастающего, но и пожилого возраста. А у нас площадка – это легкие города, которые защищены, окультурено все. Но нашлись люди, кому пришло в голову такое, чтобы организовать здесь строительство. Здесь ни заездов нету, ни выездов нету, только для легковых автомобилей. Они пытаются застроить отдельно. Вот в основном, значит, им заключается. Я полностью поддерживаю то, что он сказал. Я хочу добавить, что президент России на всю страну требует, выделяет деньги на помощь, для расширения строительных площадок, для детей, создать все условия для развития, нормального развития. Нарушение всех этих законов, существующие уже, вместо того, чтобы помочь. Вы просили помочь, не ответили. Помочь, узаконить, вернее, реставрировать площадку, чтобы там можно было, там вон, битое стекло, уже асфальт, 40 лет уже прошло с тех пор. Надо помочь восстановить площадку нормально. Нет, они взяли, ликвидировали, превратили ее не в спортплощадку, а в землю. Вот это нарушение надо убрать. Ну, скажите, мужчина, можно я вас спрошу? Жители близлежащих домов обеспокоены тем, что будет нарушаться их покой, наш покой, да? То, что тут, детки наши гуляют, получается, в ближайшие 3 года, когда будет проходить строительство, мы будем лишены возможности дышать свежим воздухом, гулять здесь, отдыхать здесь. Ну, в соответствии с жилищным законодательством, действительно, сокращаются права не только подрастающего поколения, но и нарушаются права пенсионеров, которым негде будет и некуда выйти со своего подъезда и подышать свежим воздухом. Потому что вот эта спортивная площадка, она собирает здесь детвору со всех жилых домов, окружающих наш микрорайон. И поэтому, естественно, хотелось бы, чтобы руководители и города, и руководители республики прислушивались к мнению населения, которые обеспокоены этими фактами. И что характерно, мы должны жить в благоприятных условиях, а нам как раз создают неблагоприятные условия, и в таких неблагоприятных условиях, конечно, очень невозможно будет продолжать эту жизнь. Поэтому просьба, кто будет смотреть и слушать наши просьбы, пусть отреагирует более положительно и своевременно.